искусство – это огромная терапия. Когда у меня, допустим, приступы депрессии или сильно плохого настроения, я могу только рисовать. Моим учителем стала Зоя Литвинова, моя крестная. Еще интересно, что в моей семье есть такие личности, как Янка Купала и Казимир Малевич. Я рисую зазеркалье, я рисую свои сны, я все рисую. Как я могу любить себя, если сегодня я не нарисовала картину? За что мне себя, спрашивается, бы любить? Я вообще не знала, что есть другие профессии до 1 класса. Потому что когда в 1 классе мне сказали, напишите сочинение на тему любимой профессии, я сказала, а какие бывают профессии? Это было действительно так, потому что мне казалось, что вот, я понимала, что есть продавцы, но я ходила в магазин, да, есть там шоферы, вот есть еще кто-то. Но вот на этом и все, пожалуй. Как-то я даже об этом не задумывалась, потому что все люди, которые меня окружали в детстве, это были исключительно художники, искусствоведы, иногда музыканты. Родители меня не отдали в художественную школу, как многие не отдают своих детей, потому что боятся, что их испортят и что они могут расхотеть. Мои родители отдали меня случайно в музыкальную школу, в класс для особо одаренных детей, вот, которых отбирали по степени, ну так скажем, IQ, там, как сейчас говорится, да, и, там, способностей, с развитым полушарием, как левым, так и правым. И дети сдавали экзамен по математике и по музыке. И, значит, вот там учились дети в моем классе с абсолютным музыкальным слухом и с большими математическими способностями. Я там по блату оказалась, потому что у меня в району работала тетя и сказала, мы вашего ребенка отправим в лучшую школу, в лучший класс, к лучшему педагогу. И меня всунули вот в этот класс. Представляете, степень моего разочарования в себе, когда вокруг все особо одаренные, а я совершенно никакая. То есть у меня не было способностей к математике, музыкой в моей семье никто не занимался. Я умела рисовать, и это меня спасало пожизненно, вот, что касается школы, от 2, 3 и даже 4. Я почти отличница, хотя я не знаю ни физики, ни химии, ни алгебры и ни геометрии. Я рисовала стенгазеты, я рисовала стенды. Вот. Все знали, что я буду художником, и все меня оставили в покое. Мой дед Сергей Петрович Катков – это знаменитый педагог, художник, учитель. Можно сказать, что с него началась вся белорусская современная школа живописи, потому что еще до войны он открыл кружок рисования во Дворце пионеров. После войны он продолжил, значит, занятия с детьми, преподавал в художественном училище, и я могу сказать, что все самые знаменитые наши художники, которые сейчас народные, заслуженные, они все встали с колен моего деда. То есть он всех их вырастил. Это чистая правда. Просто не было альтернативы. Каждый раз я удивляюсь, сколько таких людей, профессионалов, я скажу, не просто там был в студии и потерялся, стал математиком, физиком. Нет, они стали хорошими художниками, все его выпускники этой студии. Потом у него оканчивали кто-то художественное училище, кто-то в Москву уезжал. Мой отец Олег Викентьевич Луцевич – это очень известный педагог, больше педагог, чем художник, потому что все, что он писал, он уничтожил перед смертью. Вот, он поставил такую цель в жизни, потому что для него самым главным было преподавание и обучение искусствам других. Сам он был блестящий рисовальщик, мне говорят, на грани гениальности. Полгода он меня мучил и делал все, чтобы я не была художником. То есть он считал, что женщинам в искусстве не место, что это чисто мужская профессия. Я с ним абсолютно согласна, потому что это требует самоотречения, больших физических усилий. Тем не менее, есть же другие гены моей матери, которая, в отличие от моего отца, Светлана Сергеевна Каткова, работает с такой легкостью, как дышит, как танцует. Она расписывает все, что есть. Это может быть посуды, плавно переходящие на стол, на стены. И у меня точно такой же дар. Моим учителем
стала Зоя Литвинова, моя крестная. И это мой не совсем единственный учитель, но практически самый главный, самый лучший, то есть тот, который из меня сделал человека, художника. Зоя и ее мамы – это, в общем-то, единое целое. Особенно это заметно на выставках. Когда они появляются вместе, то вот они вместе как такой единый клубок, они вот сплетены воедино. И при том, что как в каждой семье наверняка бывают какие-то спорные ситуации, конфликтные ситуации, но Зоя настолько печется за свою семью, она за них, за своих любимых мам, она готова все отдать. Она им уделяет очень много внимания, и это тоже очень ценно. Еще интересно, что в моей семье есть такие личности, как Янка Купала, это не прямой родственник, но родственник, и Казимир Малевич. Об этом я узнала не так давно, да. Это все по линии моего отца Луцевича, потому что моя бабушка, значит, была Малевич, а дедушка Луцевич. Зоя, конечно, не похожа на основную массу художников, даже белорусских. Вот. Ее отношение совсем другое, то есть не такое, может быть, чопорное, не такое классическое. Такой интересный случай при монтаже одной из выставок. Как-то Зоя сказала замечательную фразу, а мы вешали ее работы прямо на заборе частного дома. И она сказала: «Боже, как мне надоели эти ровно выстроенные работы, повесь, пожалуйста, их криво». Вот, то есть это ее вот отношение такое нестандартное, не классическое отношение к искусству и ко многим вещам в жизни. Вот, наверное, это ее сильно отличает от многих других. Когда я не рисую, я попадаю в тяжелые жизненные ситуации. Когда я рисую, я никуда не попадаю. Вот, поэтому я тоже предпочитаю работать каждый день. Совесть на меня находит, да, что нужно встать, бежать в мастерскую, потому что это правило. Я очень дисциплинированная. Я видела, как мои родители, они до сих пор рисуют каждый день. То есть и Каткова, и Литвинова, у них стол, где разложена акварель, акрил, вот, всегда в разложенном виде, альбом, карандаши. А когда у меня, допустим, приступы депрессии или сильно плохого настроения, я могу только рисовать, я ничего другого делать не могу. И считаю, что искусство – это огромная терапия. Именно это позволяет художникам быть здравомыслящими, более моложавыми и здоровыми, чем остальные люди. Зое очень интересно работать. В принципе, в процессе, скажем так, в процессе монтажа выставки она очень большую часть работы делает сама. А потом она как бы все, что она сама сделала, она передает уже дальше. И вот, в общем-то, что хотите с этим, то и делайте. То есть она оставляет большую степень свободы для куратора, например. Я вообще человек, знаете, циклов, проектов, серий. Меня так учили, так легче. То есть не каждый день я придумываю, чтобы мне нарисовать, а я задумываю какую-то идею, да, ее так продумываю, обсасываю, пересыпаю с ней, она мне снится. Такая работа нон-стоп. И делаю целый проект. Одно из моих удач и достижений – это, например, автопроект «Автомобильные стекла». Это световые инсталляции, вот, до которых я додумалась, как все случайно, но случайностей не бывает. Значит, такое счастливое стечение обстоятельств. Мои друзья попали, к сожалению, в аварию, машина разбита, стекло осталось. И они приперли мне его в мастерскую. Говорят: слушай, жалко выбрасывать, хорошая вещь, да? Может, ты что-то сделаешь с этим стеклом? Оно год стояло, и я все думала, что же я могу с ним сделать. И как-то я его накрыла платком шелковым и поставила сзади лампу. Хотела сделать, такой интим. Видимо, ждала какого-то молодого человека. И вдруг я поняла: о, вот оно. То есть light installation, да? И я сделала одно стекло. Повезла в Москву целую серию работ, вот, в галерею Марс современного искусства. И среди этих моих картин была вот эта одна фотография с автомобильным стеклом. И галерейщица увидела и сказала: что это? Я говорю: это вот. Она говорит: сколько их у тебя? Я говорю: одно. 30 сделаешь? Я говорю: да. Говорит: делай. Эта выставка была в Москве, в Варшаве, в Берлине, в Белоруссии во многих городах, в Нью-Йорке. Вот. Из Нью-Йорка это поехало в Японию, в Канаду. То есть это был какой-то такой... Оказывается, это я придумала.
до этого никто этого не делал. Это так странно. Эффект на зрителей. Это даже если зритель не понимает, о чем, в общем-то, здесь идет речь, почему это и зачем это, все равно это как-то влияет на зрителя. Потому что вдруг в обычных вещах, которые, в общем-то, могут украсить лишь только свалку, вдруг они берут и превращаются действительно в произведения искусства, которые несут и мысль, и какую-то эстетику. Вот сейчас вот была биеннале, и на биеннале я сделала, как мне кажется, хороший проект. Вот. То есть меня все задолбало, я что-то разозлилась, потому что никто не понимает искусство, никто не хочет понимать душу художника. Ну, как-то так вот сложилось, там какие-то терки с соседями, ну, ерунда. Я сделала проект «Дверь в искусство» или «Посторонним вход воспрещен». И очень рада, что у меня такое получилось, потому что он такой условный, слегка абстрактный. И в этом проекте есть еще, как это тоже инсталляция, называется левитация. Это дубовые воздушные шары. Они выглядят как воздушные шары, но они дубовые. Вот. И понятно, что никуда мы не летим. Вот. А что все это иллюзия и как бы чары-мары. То есть на самом деле все приземленно, тяжело. И если ты хочешь улететь и быть совершенно свободным от всего, тебе нужно перестать быть дубовым, кондовым, а нужно как-то вот перестроиться совершенно. То есть вот такой мой ответ обществу, Чемберлену. И он был настолько, как это сказать, свободно пофигистический, что я каким-то чудом первый раз в жизни получила приз. То есть это для меня очень странно, потому что мое отношение к этому было очень легкое. То есть я в этот раз не старалась кого-то победить, переплюнуть. Я просто хотела самовыразиться, и что-то меня поняли. Значит, нужно быть честным. Вот просто честно делай свое дело, и тебя поймут. Это совершенно незаурядная личность демонического, как, на мой взгляд, характера. Она не совсем понимает, что она делает в своих изобразительных. Что-то кто-то возит ее рукой. Потому что мне неинтересны даже очень мастеровитые художники, которые что-то придумали, потом исполнили и заработали деньги. И изначально они уже видели эти деньги. Ну, это, скажем так, ремесленники, даже иногда очень высокого уровня. А ее вот демонизм и там ряда еще других художников меня всегда привлекал. Мне нравится заниматься скульптурой, например. Но я ее не сочиняю, я задумываю, кто-то мне помогает делать вот эти вот формы, да, я их расписываю. Я очень люблю заниматься керамикой. Мне очень жаль, что я не закончила еще и керамический какой-нибудь факультет, как моя мама. В этом доме расписан комод, сундук, вот, рамочки всякие, тарелочки, да, много чего расписано. Потом будут расписаны стены. Зоя как раз вот именно относится к редкой части художников, которые абсолютно смело бросаются в любую авантюру. Абсолютно, любая идея, которая пришла в голову, она готова и с радостью бросается ее, в общем-то, воплощать в жизнь. Поэтому она и занимается действительно всем, чем угодно. Если она увидела красоту в яблоке, она будет расписывать яблоко. Увидела она красоту в тарелке, она будет писать тарелку. Решила, что этот шкаф должен быть красивый, она будет расписывать этот шкаф. Ко мне пришли однажды гости, я накрыла скатерть и до их прихода разлила красное вино. Я такая: о боже, и что? А хотелось. И я тут же взяла кисть, взяла тушь и по этим пятнам нарисовала рыб и птиц. Получилось вот так. Так вот то же самое я проделаю с этой квартирой. Мы знакомы з Зоей понад 25 год уже. Было зразумела, что это мастак, что это мастак по жыцці, что это не выпадковы нейкі юнацкі выбар, а што гэта ўжо сталы выбар і што гэта шлях жыцця. Невозможно научить человека быть художником. Можно научить писать и рисовать. Я могу это сделать за один день. Вот. То есть мы берем какое-то задание, я беру человека, который никогда в жизни не рисовал, мы с ним работаем, и эту работу вывешиваем на стену, и никогда в жизни никто не скажет, что это делал не художник. Я умею это делать. Это фокусы называется. К школе и профессионализму это не имеет никакого отношения. В системе
дилетантов, вот такие, как я, например, да, кажутся какими-то мастодонтами и какими-то, особенно мои родители, просто динозаврами, что это странно и невозможно. Как это? Они берут и рисуют с натуры без фотоаппарата и без фотографии. То есть дичь какая-то. А на самом деле только так и нужно. Хочу сказать всем, что без умения рисовать с натуры, ребята, ни у кого ничего не получится. Аминь. Она все доводит до конца. Очень целеустремленный человек. Такого нет, что начала мазать, неинтересно это, отложим и забудем. Нет, у нее все доводится до ума и, по большому счету, до совершенства. И это формула ее жизни. Делай саму себя счастливой. А технология через творчество. 98% современного человечества не интересуется искусством, не нуждается в искусстве вообще. Они нуждаются в компьютерах, они нуждаются в каких-то технологиях, они нуждаются даже в полете на Марс. Сейчас художник не нужен, не его время, но он будет нужен. Так же, как с появлением кино не умер театр, через некоторое время я жду, что будут обращаться ко мне как к великому эксперту. Я доживу до 100 лет, и меня достанут из инвалидного кресла на колесиках с трясущимися руками и с трубкой, и будут спрашивать: скажите, как вы считаете, это искусство или нет? И я буду вот так говорить: это искусство, а это нет. Буду главным экспертом. Никогда я не видел ее творческих мук. Я никогда не был у нее в мастерской во время ее работы. Когда она не работает, я бывал в мастерской, там видел какие-то завершенные работы, незавершенные. Но о муках творческих мы никогда не говорили. И я думаю, что это тоже часть характера, мужества человека. Я рисую зазеркалье, я рисую свои сны, я все рисую. То есть я рисую своих друзей, например, которых я хорошо знаю, очень люблю их рисовать. Я рисую свою собаку, я рисую цветы, я рисую всякие абстрактные вещи на каком-то, как это, сакрально-чакральном там уровне, да. Я очень не люблю натурализм, я люблю реализм, я не люблю тупое срисовывание. Если я рисую зиму, я могу позволить себе нарисовать не белый снег, а голубой снег, фиолетовый, розовый, каким захочу. То есть вот что такое художник. А натуралист, он возьмет белила, добавит туда, не знаю что, серое немножко, грязи, да, и будет делать снег. И художник, и оптимист, каким я являюсь, он все равно в луже видит небо, а не окурок, да. Дома есть одна ее работа, это ее подарок, это Божья Матерь. Мне очень нравится вот ее тема, действительно тема, связанная с божественностью, тема, связанная с ангелами. Действительно, на ее работы смотришь, и ты, хоть они и не выглядят как канонические иконы в церквях и соборах, но ты видишь, смотришь на эту икону и понимаешь, что она настоящая. В мастерской у ее мамы Зои, у нее же 2 мамы, я просмотрел работы, хотел купить 3, но мама Зоя отговорила. Говорит: не спеши продавать. Вот. И поэтому удалось купить только 1 из 3. Я был там первым покупателем. На вырученные деньги она собрала компанию, увезла в Крым, там, устроила всем праздник. Но она такой человек, очень нараспашку. Я очень люблю художников своей семьи, своего деда Сергея Каткова. Ну правда, почему нет? Маму Каткову, Зою Литвинову люблю. Всегда люблю Пикассо, всегда люблю Миро, всегда люблю Матисса, Рембрандта, Леонардо да Винчи, вот, Врубеля, Рублева. В периоды, как 7 лет, через 7 лет меняются вкусы, да, с цветом то же самое. Всегда любила красный и очень мне идет. Вот. А сейчас люблю голубой, фиолетовый, все оттенки синего, начиная вот как море Средиземное, вот эти все оттенки. Бирюзу, то есть вот кобальт. Я очень люблю быть яркой, потому что я ненавижу депрессии, когда, правда, я сейчас не в ярком цвете, ну, как-то так я нарядилась, у меня нет немножко сегодня сил для того, чтобы переодеться в яркое. Это нужно иметь такое настроение бойкое. У меня сегодня такое поспокойнее. Это человек, который ищет
себя, ищет свое счастье, она его создает, оно случайно нападает, она его провоцирует. То есть она играет с жизнью в жизнь настолько темпераментно и ярко, что я просто любуюсь вот этой игрой вот уже 30 лет. При всей, в общем-то, Зоиной женственности и многих чертах женских, все-таки в ней и сидит еще такой кусочек такого мужика, который может все, может и гвоздь забить, и машину водить, и если надо, и, ну, это у нас женщины в избу ходят, но она еще куда-нибудь может войти, как настоящий заправский мужик, и ничего ее не остановит. Мы по концерте нас чакали некие, як тады мы их называли, кумбы, гопники. Почалася битва, ну такая сур'ёзная битва, и один из них разбил бутэльку, в яго руцэ была розачка. И эта розачка была накіравана на мяне. Ну и что рабіць было незразумела. И тут выходит Зоя, хватае яго за каўнер, и он с этой розочкой не ведает, что рабіць. И никто уже не ведает, что рабіць, потому что, ну, что в этой ситуации рабіць? И вот эта ситуация так поволі рассмакталась, сама собой. Я за себя воевать не буду. То есть мне как-то все равно. Нет, если на меня лезут, папа учил меня драться, более того, я занималась боями без правил, то есть я очень хорошо умею набить морду и даже вырубить, и даже обесточить. И когда я брала уроки по боям без правил, я кайфовала, то есть это мои вот лучшие тренировки, допустим. Не тот же, я не знаю, плавание там, или фитнес, то, что мне тоже нравится, да, а именно битва. То есть я воин, да, мне это нравится, но за себя я не буду биться. Зоя хозяюшка, особенно в плане выпечки. Ну, точнее, мне она больше всего знакома как хозяюшка в плане выпечки. Была удивительная история, когда мы делали совместный проект, открывали выставку под названием «Свадебная выставка», и к открытию Зоя пекла такие пирожные витушки из слоеного теста, вот, и чем угощала всех гостей. Но самое интересное, что она пекла их на бумаги для выпечки, а затем она эту бумагу для выпечки забрала с собой, чтобы включить ее в новые картины, которые она собиралась создать. Но мы же знаем, что Зоя очень большой мастер коллажа, поэтому в ее коллаже появляются вот такие абсолютно неожиданные вещи. Зоя любит музыку. Яна сапраўды цікавіцца рокам, сочыць за апошнімі навінкамі. Калі яна была маладзейшая, она слухала метал, ну, нейкія радикальные такие музыки. Ходить на концерты ранее это была частка жыцця просто, потому что ну, она ходила на мои концерты, а их было ну, 20-30 на год, только ў Менску. До того ж, оно так атрымоўвалася, что альбо мы выезжали, играли на ее выставах у Нямецчыне, у Польши, ці наадварот, мы ехали на концерты, а она ехала с нами в якости гостя. Ну и завсёды люди у трассе яны дапамагаюць. На гастролях и выставках я был постоянно и ну, все время. То есть очень редко они меня не брали на выставки и гастроли. В конце концов я уже научился спать на концертах, где-то там в гримерках, и никаких проблем у меня это не вызывало. Но я не знаю, мне как бы всегда это нравилось. То есть я был на куче концертов. Я был волен выбирать вообще любой путь в своей жизни. Потому что, ну, я не знаю, это, наверное, стереотип, конечно, но родители же часто отговаривают своих детей там, заниматься музыкой, становиться художниками или ну, какие-то авантюры такие непонятные. Они воспринимают это в штыки. У меня же никаких с этим проблем не было. Люся зараз это ну, як дзіцёнак, прычым нашаму дзіцёнку Зоя не даравала нейкія правіны, а Люся яна ж сабака, і сабаку яна даруе. Всё. Люсе даравана ўсё, яна сабе паводзіць. Адзінае, што Люся досыць разумная, яна на выставах маўчыць, яе не бачна, яна не перашкаджае, яна не лезе
наперед. Люся вот так вот появилась в жизни Зои в один прекрасный момент и всецело вошла в ее жизнь. И мне кажется, они с Люсей очень похожи. И Люся стала вот таким неотъемлемой частью, в общем-то, появления Зои в любом месте, при этом очень эргономичным. Нам же никто не сказал, что ты уникальный, ты единственный, да, люби себя таким, какой ты есть. И когда мне сейчас это говорят, я говорю, дичь какая-то. Как я могу любить себя, если сегодня я не нарисовала картину? За что мне себя, спрашивается, бы любить? Да что я такое вообще? И даже когда я нарисовала картину, я уже себя снова не люблю, потому что, ну все, картина закончилась. Я люблю себя в процессе работы. Искусство такая штука, тоже зависит от отношений. Если ты считаешь, что не получится, значит не получится. Если ты уверен, что будет хорошо, будет хорошо.